С незапамятных времен человечество преследует различные эпидемии. Под натиском пандемии вымирали целые города. И если с большинством болезней люди научились бороться и достаточно успешно, то туберкулез остался непобежденным и в 21 веке. В 1993 году туберкулез был объявлен Всемирной организацией здравоохранения глобальной проблемой. И несмотря на принимаемые меры, ситуация по туберкулезу остается весьма напряженной. Каждый год более чем у 8 миллионов человек по всему миру развивается активный туберкулез легких, и примерно 2 миллиона человек умирают от этой болезни. В нашем городе за минувший 2016 год на учет в местном противотуберкулезном диспансере было взято 24 человека. Но, к сожалению, процент лекарственно-устойчивых форм с каждым годом больше растет. Но это связано в основном с тем, что некоторые лица, заболевшие туберкулезом, уклоняются от лечения, лечатся не постоянно. У нас процесс лечения очень длительный, комплексный, отрываются от лечения. И в связи с этим даже достаточно месяца, если пролечился и перестал лечиться месяц-два, то уже изменяются, мутируют эти палочки, микобактерии туберкулеза или палочки Коха в народе, да? И получается, что в следующий раз вот этими препаратами уже лечить сложнее. Это в интересах близких людей человека. Его бросать в беде не надо одного. Ему надо помогать, чтобы он не повернулся в сторону алкоголизма. Бывает и так. Слабый духом человек начинает пить, что вот такое заболевание. Всемирный день борьбы с туберкулезом проводится с целью привлечь внимание общественности к этому страшному заболеванию и призвать население беречь собственное здоровье. Туберкулез давно перестал быть только медицинской проблемой. Это проблема общества в целом, которая напрямую связана с социально-экономическим развитием и политической стабильностью. Сегодня для выявления палочки Коха у детей и подростков применяется туберкулинодиагностика – ежегодное внутрикожное введение туберкулина, вызывающего аллергическую реакцию на месте его введения. Основным же методом раннего выявления у взрослых была и остается массовая флюорография. На вооружении Сибайского противотуберкулезного диспансера имеются специальные мобильные комплексы. В грядущее воскресенье передвижной пункт расположится в районе центрального рынка. Пройти обследование смогут все желающие. Специалисты же рекомендуют делать диагностику не реже, чем раз в год. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.